Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким. Со мной также мои коллеги Мария Новгородова и Николай Слепцов-Айдын. Мы продолжаем цикл передач, посвященных трудовым коллективам республики. И сегодня в нашей студии спасатели. В нашем выпуске мы обсудим актуальную и волнующую тему участившиеся случаи заблудившихся людей, несмотря на развитие технологий и наличие сотовых телефонов, навигационных систем. Проблема продолжает существовать, и, увы, иногда случаи заканчиваются трагически. В такие моменты на помощь приходят спасатели службы спасения Якутии. Эти преданные своему делу специалисты работают круглосуточно, чтобы в любую минуту прийти на помощь тем, кто нуждается в их помощи, и помогает близким найти их родных. Сегодня мы обсудим, как избежать риски потеряться в лесу, что делать, если вы оказались в такой ситуации, и, конечно же, как подготовиться к походам на природу в любое время года. Сегодня у нас в гостях Тарский Василий Васильевич, первый заместитель начальник службы спасения Якутии. Добрый день. Здравствуйте, Василий Васильевич. Герасимов Роман Иннокентьевич, заместитель начальника управления поисково-спасательных работ службы спасения. Здравствуйте. Приветствую на студии. И Андросов Валерий Валерьевич, начальник аэромобильного отряда службы спасения Якутии, автор книги «Нить жизни». Приветствую в студии. Спасибо. Конечно же, нашу передачу хочется начать со статистики. И со статистики, которая практически, увеличилась по потере людей. Добрый день, уважаемые телезрители. Прежде всего хотел бы сказать, что служба спасения Республики Саха-Якутия является многопрофильной, профессиональной аварийно-спасательной службой. Здесь работают спасатели аэромобильного подразделения, спасатели недавно созданного регионального специального отряда специального назначения, водолазная служба работает и автомобильный отряд. Работает один спасатель международного класса, спасатели первого класса 4, второго, третьего класса. Но в целом основная работа у нас это поисково-спасательная работа. Здесь у нас по итогам 2025 года силы и средства нашей службы реагировали на ликвидацию аварийно-спасательных работ 656 раз. Если сравнить в 2024 году, то там было 739, то есть у нас уменьшение на 83 происшествий, на реагирование на происшествия. Уменьшение получилось, да. При этом пострадало 591 человек, спасено 491 человек, погибло 84 и без вести остались 16 человек. Как сказал я, эти цифры большие, но тем не менее они меньше, чем 24. И вообще, если динамику взять, у меня есть цифры 2021 года, то это тенденция к уменьшению идет. Так? Но если так видом происшествий взять, у нас по ДТП уменьшилось, по техногенным чрезвычайным происшествиям уменьшается. Значит, по воде у нас по итогам 2025 года всего было 36 случаев реагирования наших водолазов. И здесь обнаружено 30 человек, в том числе двое несовершеннолетних, и 6 человек еще не найдено. Эта цифра тоже меньше, чем на 26 утопленников, чем 24 год. В 24 году 62 было. При этом обнаружено 32 человека, и очень плохо, что 9 несовершеннолетних было. Но здесь хотя я говорю, что уменьшение по ряду видам, но у нас идет по поисковым работам таежной и горной местности, и здесь уже увеличение идет на 72 человека. Да? В 2025 году было это 132 раза мы занимались поисковыми работами, а в 2024 году 60 раз. При этом пострадало 93 человека, спасено 78, погибло 8 и не найдено 7 человек. Поэтому над этим вопросом мы работаем, проводим анализы, чтобы
Ну, я потом скажу по профилактике, какую работу проводим. Ну, в общем, цифры такие. Вот, тенденция на уменьшение, но при этом потери у нас, потеряшки у нас увеличиваются. Но тем не менее, человек потерялся, вы проводите поисковые работы, но вы же никогда руки не опускаете. Я слежу за новостями, потом через какое-то время вы опять и снова возобновляете поиски, да? Да, если будут новые какие-нибудь эти данные, да, или какие-то засыпки, то мы обязательно возобновляете поиски. Возобновляем. Это вот то, что по методике МЧС 10 поиск, активная фаза 10 суток, это вот для нас как бы это не закон. То есть есть пассивная фаза поиска. Пассивная фаза поиска может продолжиться до тех пор, пока даже человек не найдется. Может быть, так бывает. Мы иногда 2-3 раза, 5 раз повторяем поисковую работу. Иногда после этого находим. Ну, мы это, знаете, когда узнали, когда фильм «Карина» посмотрели, что у вас есть все такие определенные правила, и что надежда всегда есть. Хотелось бы, Роман Иннокентьевич, у вас узнать практически вот эти вот трагические случаи, которые произошли у нас буквально в прошлом году. Давайте я начну, наверное, с весны и лета. У нас такие серьезные поисково-спасательные работы были в районах Заречья и в Вилюйской группе районов, да. Там было 3 потерявшихся людей, поиски длились очень долго, какие-то зацепки находились, и мы в таких случаях работаем совместно с МВД. И самое главное, это когда нам дают свежие данные, то есть человек потерялся, и чем быстрее до нас доходит информация, тем быстрее мы начинаем работать. Вот в Вилюйской группе района поиски проходили в 3 фазы. Сначала с момента, когда человек потерялся, а потом, когда нашлась одна зацепка, когда МВД к нам выходила, потом по просьбе родственников тоже одна версия появилась, мы его отрабатывали. Было прочесано очень много территорий, к сожалению, человек не был найден. И в Заречье тоже 2 случая. Один мужчина в возрасте и пожилая женщина, да. И, охотники-то понятно, то, что они уже постоянно ходят, люди опытные и так далее. То, что когда самое главное тут психическое состояние человека, который потерялся. То есть я бы посоветовал радиослушателям и телезрителям, чтобы, если человек, допустим, находился в деменции, сейчас очень много приборов разных, так называемых GPS-трекеров, которые из нашей системы ГЛОНАСС работает, в маркетплейсах, таких как Озон, там Wildberries и так далее, продаются от 3000 рублей не стоят. В виде часов, в виде кулонов и так далее. Если, допустим, человек потерялся, можно с помощью сайта, там, телефона, приложения и так далее найти примерно местонахождение. Если GPS-метка хорошо работает, это вплоть до 3 метров показывает. Вот. И таких, самое вот главное, то, что психическое состояние человека, если у человека деменция, либо человека не дает себе отчет, то, что он потерялся, у нас этим очень усложняется поисковая работа, да, то, что не знаешь, куда он ушел, как он будет действовать и так далее. А если человек в адекватном состоянии, психическом и физическом, уже мы выстраиваем, у нас есть своя методика, прочесываем секторами, квадратами и так далее, и когда вот находим зацепку, уже в том секторе начинаем работать. Если это когда местоположение неизвестно, а если известно, допустим, человек шел с точки А к точке Б и где-то потерялся, там уже другая методика используется. Тут уже на усмотрение старшего и от наличия вводных, да. И вот случай у нас произошел вот недавно перед Новым годом. Под лед ушла транспортное средство, конечно, с жертвами. Тут тоже беспрецедентная работа была произведена совместно с МЧС, МВД, со скорой помощью. Тут, слава богу, то, что тоже местоположение не было известно изначально. Если местоположение было известно, бы, конечно, помощь пришла бы побыстрее, да, но тут человек указал место, который выбрался оттуда, и благодаря этому ускорились работы поисковые, да, и такие тоже происходят, и самое главное следить за детьми и за людьми, так называемым, не очень хорошем психическом состоянии, скажем. Вот разные приборы в наше время есть, их использовать и так далее, и никогда не отпускать одних, с глаза.
А вот, кстати, вот случаи именно с теми, кто страдает деменцией, они же вот участились в прошлом году, и вот буквально в январе месяце, да, вот трагический случай у нас был. Да, такие случаи имеют увеличение, тенденция к увеличению, да, именно, так скажем, людей с деменцией. Тут не только из дома, которые уходили, были случаи, а и из дома престарелых тоже были случаи, да. За всеми, как говорится, не уследишь, это человеческий фактор. Некоторых находили, некоторых не находили, но тут было бы хорошо, если вот именно приборы ввели бы. Хотя бы последнее, даже до того момента, когда вот сядет батарейка на этом трекере, мы бы знали, в каком направлении человек пошел. Это уже большой плюс. Да, и мы используем, конечно, вот современные технологии, да, беспилотные летательные аппараты, там тепловизоры и так далее, но, как мы знаем, у нас, особенно в Южной Якутии, летнее время очень густая растительность, и кроны деревьев и любых растений, они под солнечными лучами нагреваются, и тепловизором посмотреть невозможно, поэтому тепловизор у нас работает в основном в ночное время, когда вот крон остынут, и уже можно будет увидеть тепловую сигнатуру на экране. В принципе, так. Столько нюансов, да, вообще, оказывается. А мы-то откуда гражданские обычно потеряемся, да и поисковые работы ведутся, как мы не знаем. Это тонкая, вот недаром же указом президента же 27 декабря как бы является Днем спасателя. Это вот профессия со своими учебными заведениями, научной наукой и так далее. Это вот своими законами, правилами, технологиями, алгоритмами. Поэтому, как профессия, профессионалы намного умеют, как учителя, врачи, тоже самое. И вот такая обширная такая работа, да? Самый вот простой совет, да, если вот в данное время приложение 2GIS можно добавить друзей, да, и видеть местоположение друга, детей своих, бабушек, дедушек, там, матерей, родителей. Пожалуйста, научитесь пользоваться 2GIS просто. Там просто их друзья добавить, и можно видеть и на телефоне. Но это когда телефонная сеть доступна. Но это тоже один из видов такого контроля, и человек уже легче будет то, что думать, вот я вижу, где он находится в данное время. Либо находился, когда пока батарейка не села. Это тоже дополнительная для нас зацепка будет. И вот, Валерий Валерьевич, допустим, вы автор методики. Но я всегда говорю, это книга «Нить жизни», которую я тоже сама лично прочитала. Это вот именно для тех, кто может потеряться в лесу. Расскажите, пожалуйста, когда началась работа вот над этой методикой по самоспасению? И, опять же, да, золотое правило, которое я запомнила, оказывается, если вы почувствовали в этом месте, что вы потерялись, оказывается, нельзя уходить с этого места. И ставить метки, и просто, контролировать какие-то эти походы, делать марш-броски, оставлять метки. Валерий Валерьевич уже улыбается. Что-то я не то говорю, да? Вы правильно поняли, но я все равно добавлю. По вашему первому вопросу, я его начал в 2017 году. Потом, чуть-чуть дорабатывал, потом денежек не было выпустить его. Потихонечку дорабатывал. Само это, как говорится, не я придумал. Это метод передвижения почти всех коренных малочисленных народов нашей республики, можно сказать. Поскольку я сам являюсь охотником, все время этим способом пользуемся. Тайга, лес — это для нас как у горожанина город, да? Человек, например, вот смотрит проспект Ленина, вот такой-то квартал, такой-то квартал, вот эти маленькие улочки для них, уже знакомое же место. Для нас, для людей таежных, весь лес вот такой же город. Просто на названии речек там нету табличек. Если вот так взять, то не заблудишься, как говорится. И из этой, например, из метода передвижения эвенкийского народа, там в нескольких сказках есть, я чуть-чуть подработал, чтобы для массового читателя, для всех, кто любит ходить в лес,
чуть-чуть в упрощенном варианте. Если вот эту методику будет использовать, то спокойно можно выйти. Ну, не то чтобы вас быстро найдут, да? Это один из ключевых факторов, чтобы вас быстро нашли. Если полностью будете следовать инструкции, то вы спокойно сами выйдете. И самое главное, более 10 лет работаю, много опыта вот именно в таежных поисковых командировках, и, как правило, люди не оставляют следа, да? Вот, ты никак не узнаешь, что вот в данном месте человек пропал. У нас, как говорится, партизанский метод хода. Кто-то в лес в поход идет, и все надевают почему-то камуфляжную одежду. Явно не охотники, грибники. Ну, почему празднично не одеться? Там яркая куртка, яркая шляпа. Нет. Потому что не морается. Наверное. Практически да, это одно из первых правил для похода в лес, чтобы в ярком, чтобы вас друг друга контролировали. Нормально же смотрится вот человек издалека, например. В яркой одежде. Да, в яркой одежде. Там дети свои, как бы все под контролем. Вот. И еще одно, то, что вот я заметил, во всех рекомендациях, все рекомендации издаются в западной части нашей страны. Которая вообще практически... там густонаселенной, да, и там первое правило – успокойтесь. Вот. И нигде не прописано, каким способом успокоиться. Когда человек заблудился, это же страшный стресс. Там пусть будет маленький ребенок, пусть будет опытный охотник. Все равно это стресс. Потерять вот в мире, где ты находишься, да, ориентировку полностью. Это страшный стресс. И нигде не прописано, вот как унять этот стресс. И в данной методике есть, которую мне подсказал, я просто написал, который мне подсказал Ступина. Лена, это когда я его показывал в Иркутском центре подготовки спасателей в Байкальском. И вот он, самое полезное в этой книжке, вот одно из полезных, вот оно оказывается. И тут во всех рекомендациях пишется же, найдите север-юг. Например, вот нашел я, да, и что с этим делать? Я точно знаю, севернее находится Ледовитый океан. Что мне до него, что ли? То же самое. Да. И самое главное, вот вся книжка начинается с того вот, строишь маяк же. Который вот во время этой постройки ты можешь успокоиться. Что-то делать. Что-то делать, да? Вот, как правило, это реакция, в основном, первый плач может быть, который, если выплакаешься, можешь успокоиться. А самое страшное, когда ты заблудился, первая реакция, это реакция организма, двигательное возбуждение она называется. Человек очень быстро пытается исправить ситуацию. Вот из-за этого, а эта реакция, она должна выйти. А если ты быстро хочешь исправить ситуацию, вот заблудился, и метаешься из стороны в сторону, тем самым свое положение еще усугубляешь, еще глубже можешь зайти в лес. Вместо этого можно вот эту двигательную активность можно применить на постройку вот того же маяка. В этом стрессовом состоянии всякий хворост, все как у росы, как что-то делаешь, да, чтобы ориентир для себя сделать или для других. В процессе этой постройки этого маяка ты можешь спокойно, вот эта стрессовая реакция, она может у тебя выйти. И ты вдруг, если в спокойном состоянии, на трезвую голову, как говорится, я, оказывается, туда пришел. Можно сказать, ты зря построил маяк, да, если ты узнал уже, я, оказывается, оттуда пришел, и уже спокойно выйти. Но это не зря, потому что во время постройки ты определенную свою энергию уже, отрицательную энергию в виде стрессовой реакции, как двигательное возбуждение. Вот плач же есть, нельзя успокаивать человека, когда он плачет. Он должен выплакаться. Вот эта реакция таким образом выходит. Например, вот человек увидел ДТП, перед его глазами там
искореженные машины, У не нас дай уже... бог люди умерли. Валерий Валерьевич, простите, у меня уже реклама. Ага. И через 4 минуты мы продолжим нашу беседу. Вы на самом интересном месте перебили практически. Телезрители, радиослушатели, мы продолжаем беседу со спасателями службы спасения Якутии. Буквально до ухода на рекламу мы говорили с Валерием Валерьевичем о том, как себя начать успокаивать в лесу, поняв, что ты уже потерялся. Потому что случаи участились, и мне кажется, ваша книга очень поможет многим. Ну, во-первых, нужно свою панику унять, да? Таким образом, надо знать, что с тобой будет. Ну вот, мы обозначили вот двигательное возбуждение, да? Двигательная активность. Человек хочет быстро исправить ситуацию. В этом случае воздержитесь, но двигайтесь. Можете костер сделать, чтобы вот двигательную свою активность на полезное дело, не отходя от места. Вот вы сделали маяк. Маяк вы сделаете минут за 20, кто-то может за час. В это время можете плакать. Просто вы должны знать, что вот эта постройка вам поможет. Во-первых, он уймет вашу панику. Во-вторых, это то, что в этой местности вы точно знаете вот это место, где вы заблудились. Это как игра, то стартовое место, откуда вы должны выйти из лесного плена. Вот. А потом все банально. Построили маяк, где-то оставили надпись, не полностью, там фамилия, имя, отчество. Первые буквы, например, АВВ и сегодняшнюю дату, без года, например. Это спасателям вообще четко помогает, да? Это не только спасателям. Всем, кто изучит этот материал, например, вы его знаете, и вы наткнетесь, а вдруг на что-то странное, кто-то вот так ломая ветки в какую-то сторону. И вы заденете нить жизни. И у вас есть время, у вас есть желание, вы несколько метров по этой нити жизни можете пойти. И можете натолкнуться вот на такое строение. И тут там надпись или на коре, или на бересте, или вообще на грунте вот так палочками там нацарапанные увидите. И там еще дату. Оказывается, позавчера кто-то здесь бедный. Чем вы можете ему помочь? Если вы время есть желание, вы подготовленный человек, вы можете запросто по его нити жизни дойти и человека спасти. Если нету времени, если нету у вас возможности, вы можете спокойно сообщить в любую ближайшую местную администрацию и сказать, в этом проверьте то место, я, по-моему, вот это нашла. Видите, как он может сработать-то? По этой нити жизни. Чем больше ниток жизни сделает человек, тем его намного быстрее кто-то заденет. Если человек 2 дня блуждал, наши ребята там за 2 часа его догонят. Вот надо обязательно это учесть и обязательно всем приобрести, да, вот кто любит. А смысл того, да, вот построили вы маяк, и вы думаете, что в том направлении есть моя машина, например, или домик, или избушка, или речка, да? И вы в том направлении идете, оставляя метки свои. Где-то сучок сломал, где-то траву завязал. И в это время, все время по своего хода, контролируйте же, чтобы с этой точки та метка видна. Вот таким образом по-якутски сказать «РК». Если есть нож, там затески можно сделать. И вот идете, и прошли там час, грубо, да? И если вы все-таки не выйдете, вы незнакомое все равно место, вы там из хвороста крестик поставили, там прямо на земле, и можете спокойно возвратиться по своей нитке обратно. Тем самым у вас есть всегда шанс исправить свое положение. Поняли, да? В том направлении у меня точно нет. И в любое направление вы как радиально хоть куда можете ходить. И в любом случае вы сами найдете то место, свой знакомый ориентир. Городской, лесной город практически, да, себе улицы, дороги себе выстроить. Чем больше вы ходите. И еще один большой плюс, если вы частенько контролируете свой ход, да, у вас не будет фактора короткой ноги, вы петлять не будете. Обычно же люди без меток, без ничего
когда блуждают, ходят же в круг. А этого не будет. Вы как, наиболее прямой ход у вас будет. Тем самым вы намного быстрее дойдете. Даже если вы пока не поняли, вот так кружили, ходили. Машина вообще вот в 2 метрах может быть. В 400, 200 метрах от вас может быть. Да, я с этим очень сильно согласна. А вот вы же спасатели в такой команде. Вот что вас побудило? В любом случае, потому что люди всегда, наверное, в лесу. Побудило, если ты знаешь секрет, еще будучи спасателем, почему я должен молчать? Вот что можно сказать побудило. По крайней мере, мне с этой книгой уже, зная эту книгу, мне не страшно. В Российской Федерации есть единая методика проведения поисково-спасательной работы. Спасателей. Технологии, по разным видам происшествий, да. А тут у нас вот уже и территория, и география, и погодные условия разные же, чем Москва, центральная Россия. Поэтому мы же вводим свои технологии, вот в этой технологии свои видения. И как раз Валерий Валерьевич, видите, как тоже написал вот из своего же опыта проведения поисковых работ и опыта своей жизни, охоты и так далее. Поэтому вот это очень перспективное направление для нас, для якутских спасателей. Мы это поддерживаем. И здесь у нас своя методика будет скоро. Методика проведения в низких температурах или горной местности, пик Победы и так далее. Поэтому не прощайте край. И помимо практической работы у нас и такая теоретическая работа. И с другой стороны, это вот тоже профилактика же. Да, это вообще просто вот это жизненное. Жизнь, да, и практический опыт показал, что мы чем больше практической работы, профилактической работы проводим, тем уменьшается количество выездов на поисково-спасательные. Вот сегодня это же цифры показывают уменьшение. Это вот результат проведенной большой профилактической работы во всех наших еженедельно. Вот все наши подразделения в 11 улусах и городе Якутске обеспечивают безопасность мероприятий, профилактическое патрулирование, занятия с детьми. Вот потом пресс-центр наш очень хорошо работает. В общем, мероприятия мы охватываем еженедельно около 1000 населения. А вот пресс-центр выпускает около 100-120 публикаций в различных сайтах, информагентствах. Это вот неделю. И, кстати, у нас есть по Лермонтова 22/1 в городе Якутске Центр профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций. По-народному мы называем контактный музей. Вот мы, пользуясь случаем, приглашаем горожан, гостей нашей столицы, посетить данный музей. Вот там вы ознакомитесь с историей создания гражданской обороны Якутии, противопожарной службы спасения, будете ознакомиться с снаряжениями, оборудованиями пожарных и спасателей. И, в общем, это тоже профилактика. Вот там практически это все говорит о том, что прежде чем ездить на моторной лодке, одевай что? Спасательный жилет. Спасательный жилет. Но никто же не одевает. Если вот там прямо практическая реклама. Если ты не будешь одевать, если перевернешься, вот стоит водолазный костюм, вот водолаз тебя будет под водой искать. Вот типа так вот. Поэтому очень такой значимый такой музей контактный. Можно потрогать, пошупать и так далее. Все эти оборудования, снаряжения. Поэтому вот приглашаем. Обязательно сходим и обязательно посмотрим. Да. Бесплатно, кстати. Вот. Бесплатно. По поводу, опять же, да, вот буквально недавно ваш коллега давал интервью про водолазную службу и о том, как опасно, про какие места, где купаться лучше, да? У нас в Якутске не надо.
Так, давайте я, наверное, расскажу насчет этого. Вот трагические случаи, которые у нас обычно происходят на воде, это большинство случаев нарушения техники безопасности и также употребления алкогольных и других веществ, да, вот, опьяняющих, можно сказать, веществ. И, к сожалению, это приводит к печальному исходу. То, что обычно, когда вот водоем закрытый, вот это озера и так далее, мы 100% находим утопленников, да, можно сказать. А когда есть течение, это реки, речки и так далее, шанс нахождения человека очень низкий. И это надо себе в голове держать, то, что там может засыпать, там может под завалы тело, да, получается, в завалах тело находиться, да, завести под завал и так далее. И процент нахождения, особенно в больших реках, вот у нас Лена большая река, да, Алдан с очень сильным течением, горные реки и так далее, очень низкий. И несмотря на всякие современные приборы, допустим, мы используем гидролокатор бокового обзора, да, он как эхолот работает, и также подводные камеры и так далее, процент нахождения, низкий. Особенно, если у тебя в желудке находится алкоголь, и процесс брожения идет медленнее, если вода холодная еще, то есть всплытие и так далее происходит очень долго, может даже вообще не произойти. Или момент можно упустить, когда тело всплыло, потом уже вот газы вышли, и все, уже конкретно идет на дно, да. И от вида отопления тоже, допустим, человек может умереть в холодной воде, когда остановится, может просто сердце без воды в легких, может быть вода будет в легких и так далее. Тоже случай на случай не приходится, поэтому спасательные жилеты в любом случае, даже если вода холодная, даже если человек не выживет, да, окунувшись в холодную ледяную воду, процент нахождения будет больше со спасательным жилетом. И самое главное, с правильно одетым спасательным жилетом, потому что бывали случаи, когда даже люди со спасательным жилетом погибали из-за того, что вот ножные лямки не были пристегнуты и так далее, потому что человек-то, мышцы-то все равно отказывают в холодной воде, и человек просто берет, и когда уже не может двигаться, тело-то идет вниз, а ты в жилете еще, а голова опускается ниже уровня воды, и все. Так что правильно одетый спасательный жилет вам в большинстве случаев поможет спасти свою жизнь в случае непредвиденных обстоятельств, да, чрезвычайных ситуаций. Также обязательно соблюдение техники безопасности. Угу. Такая вот, опять же, да, вы проводите, Василий Васильевич, Валерий Валерьевич, Роман Кентьевич, такую большую, огромную профилактическую работу, да? Вы во всех практически средствах массовой информации, ваша пресс-служба постоянно выводит вот эти вот предупредительные: надевайте жилеты, не выходите на такие открытые, по тонкому льду тоже не ходите. Столько профилактических рейдов у вами проводится. Но нет, люди продолжают нарушать. Плюс еще и есть горе-охотники, которые выезжают практически, несмотря, опять же, да, на всякие предупредительные. Вот почему люди не слышат? Вот я отвечу, да. Вот в этом году, вот этот год, глава республики Алексей Сергеевич Николаев объявил в республике Саха-Якутия годом культуры. Так? Вот. Здесь у нас вот как раз то, что вы, Мария, затронули, это вот вопрос формирования культуры безопасности. Формирование. С малых лет родители, общество, все мы должны заниматься формированием культуры безопасности людей. То есть человек вошел в машину, и что, ремень пристегнуть, а не ради ГАИ, ГИБДД, ради своей безопасности. Или моторной лодки сел, спас жилет, то есть он сознательно должен быть. И поэтому у нас большая задача стоит вот как раз-то вот году, формирование культуры безопасности — это часть общей культуры. Поэтому мы, когда вот очень рады были, когда Арсений Сергеевич объявил год культуры, и здесь мы тоже очень причастны. Это не только там петь, танцевать, а именно вот это вот, да. Почему вот, допустим, где-то вот, сварщик, я вот проспект, когда отремонтировали, вот там ребята газовой сваркой работает, без очков,
без шлема штакетник сварит, да? Вот. Газовый баллон там валяется. Вот это что? Вот тоже культура безопасности. Поэтому здесь полномасштабно, повсеместно все мы, все руководители предприятий, каждый человек, он должен как бы себя обеспечивать свою безопасность. Вот. Просто у человека культура должна быть формирована автоматом, что я должен так-то делать, а не так, что по принуждению или по штрафу. Вот. Поэтому вот этого у нас не хватает. Поэтому у нас вот случаются различные вот эти происшествия. Люди вот пока некоторая часть людей не умеет действовать при каких-то ситуациях. Вот это наша главная задача. И мы это и каждый день работаем и будем дальше работать под этим вопросом. И все общество. У нас тут звонок телефонный, практически уже к финалу мы подходим. Послушаем, пожалуйста. Здравствуйте. 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 У меня такой вопрос. Как вызвать на помощь, если у меня вот телефон сел, например? Отличный вопрос, да? И вот опять же в этой ситуации. Здравствуйте, спасибо за вопрос. Ну, конечно, тут, во-первых, надо, когда идете в такие лес и так далее, отдаленные места, предупреждать близких, родственников и так далее о маршруте, о датах выхода на связь и так далее. Вот. Если, допустим, один момент такой, если телефон, допустим, у вас оператор МТС, а вы находитесь в сети действия Билайн, если батарейка еще не села, вы можете сделать экстренный звонок в службу 112, да, 112 набираете вызов, и тогда телефон будет выходить. А если у вас телефон сел в данное время, вызвать помощь вам как раз поможет те родственники, которые предупрежденные и находятся в городе, в деревне, ну, населенных пунктах, и уже когда забеспокоились, то, что вы вышли не на связь в определенное время, и уже будут трубить во все трубы, так говорится, и сообщать спасательным службам, чтобы вас начали искать. Спасибо большое. Вот как раз очень классная тоже, да, методика и рекомендации для наших радиослушателей, телезрителей. Но в любом случае, знаете, что я хочу сказать? Я готова с вами встречаться только в такой обстановке. Дай Бог мне не видеться с вами за пределами этих стен. И сейчас мы за 40 минут поговорили всего лишь о маленькой, но как бы тоже важной части вашей работы. И в вашей работе я вам желаю... Наверное, в вашей работе я вам желаю поменьше работы. Пусть будет только все такое вот методологические, да, вот эти вот. И можно я быстренько добавлю? Ага, у нас тут полсекунды. Мне хочется, чтобы все узнали, да, об этой книжке. Да. Он в доступе на сайте Национальной библиотеки. Вы через интернет заходите на сайт Национальной библиотеки, набираете «Нить жизни», и он в открытом доступе. И вот я оттуда и взяла, Валерий Валерьевич, как раз. Спасибо большое. Спасибо большое, что были сегодня с нами. Да. Будем продолжать встречаться здесь. Желаю вам всего самого наилучшего. И вам, дорогие наши телезрители и радиослушатели.